Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех наших любимых телезрителей на телеканале Якутия-24. Вы смотрите утреннюю программу «Утро Якутии». И с вами я, Дарья Анкехова. Сегодня, по нашей традиции, нас должно было быть двое, я и Павел Танин, но Павел Танин вновь решил покинуть прямой эфир, но не просто так. Он сейчас находится на одной из локаций нашей столицы, где беседует с очень интересным человеком, и я думаю, чуть позже обязательно они появятся в нашем утреннем эфире. Ведь действительно, лето на дворе – это уникальная возможность, когда можно пообщаться с людьми на улицах нашей столицы, нежели вот в студии, в привычной нашей обстановке. Поэтому вот такие небольшие эксперименты проводим, но я думаю, благодаря новым технологиям все у нас сегодня получится. Ну а наш утренний эфир мы начнем с того, что уже по доброй традиции подарим кому-то из вас подарок – билет на гала-концерт, закрывающий 53-й театральный сезон, который пройдет под открытым небом на площади Дружбы. А подарок получит тот, кто первым ответит на вопрос, который звучит так. Назовите самый престижный конкурс исполнителей, на котором одержала победу народная артистка России и Якутии Айталина Адамова. Внимание! Необходимо назвать название конкурса и в каком году он проходил. На вопрос, как обычно, вы отвечаете в нашем телеграм-канале. И обязательно, если вдруг вы не подписаны, необходимо подписаться. А результаты викторины мы сообщим в конце нашей программы. Телеграм-канал можете увидеть прямо сейчас на нашем экране. Отсканируйте QR-код и, собственно, подпишитесь. Вопрос уже продублирован там. Ответы, соответственно, сразу под ним. И в конце эфира мы узнаем, кто же получит вот такие замечательные билетики. Ну и еще одна замечательная новость. Это самыми первыми лучами солнца сегодня встретили новый день в Амге жители и гости. Ведь там проходит республиканский Эсэх Аланхо. Обряд встречи солнца является одним из главных событий национального праздника Эсэх и предвещает наступление лета. Ну а сейчас я предлагаю узнать, какая же у нас погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 12 градусов. В Заречной группе 12-15 градусов выше 0. В южных до плюс 7, в Вилюйской группе 11-13. В Нижнеленских 11-13, в западных до плюс 15. В Колымендигирской группе Лусов 13 плюс 20, в Янских 13-17 градусов тепла. На северо-западе до плюс 14. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 14 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается сегодня до плюс 22 градусов. Замечательно, но теплеет в нашей столице, поэтому сегодня, несмотря на то, что, возможно, с утра картинка покажется вам пасмурной, я думаю, летом все у нас стабилизируется. Ну а сейчас наши коллеги из новостного отдела готовы рассказать нам о новостях, которые произошли на территории республики и за ее пределами. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Российские вузы начинают набор абитуриентов. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. Но в 6 университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В ней понятие «бакалавриат» больше не будет, а уровни образования поделятся на высшее и специализированное высшее. Это аналог магистратуры. В этом году для абитуриентов выделено более 620 тысяч бюджетных мест. Этим летом сохранятся несколько способов подачи документов в приемной комиссии. Через официальный сайт вуза, через сервис поступления в вуз онлайн на портале госуслуги, по почте или лично в приемной комиссии вуза.
Столетие со дня образования судебной системы республики отметили в Якутии. На протяжении века судьи разбираются в сложных делах, связанных как с гражданскими, так и с юридическими лицами. По уже сложившейся традиции торжественные мероприятия проводятся летом. Так, в Театре оперы и балета наградили отличившихся сотрудников. Поздравить судей пришли и представители различных структур, в числе которых МВД Якутии. Напомню, Верховный суд был образован приказом номер 24 от 14 марта 2024 года и сначала назывался Главный суд республики. Безусловно, в этот знаменательный день я искренне и сердечно хочу всех поздравить с юбилейным годом. Этот год юбилейный, поэтому Верховный суд провел ряд мероприятий, которые посвящены этой юбилейной дате. Поэтому прежде всего, конечно же, всем крепкого здоровья, сил, терпения, новых профессиональных достижений, успехов, мира, добра и, конечно же, счастья. В центре Якутска обновили солнечные часы на фасаде дома по проспекту Ленина. Их автор, астроном-геодезист Геннадий Бочаров, создал уникальные часы, сделанные по всем правилам астрономии. Малые часы украшают фронтон здания якутского аэрогеодезического предприятия, а большие, площадью в 140 квадратных метров, расположены на стене соседнего. Указатель часов перекрасили в контрастный черный цвет, а цифры на циферблате от 11 до 22 часов обновили. Интересный факт. Солнечные часы показывают время на час вперед. Первые солнечные часы были созданы на фронтоне здания по улице Короленко, 2, примерно в период 60-х, 70-х годов. Вторые солнечные часы были подарены городу в 1991 году. Их создатель, директор якутского аэрогеодезического предприятия Геннадий Васильевич Бочаров. Он очень увлекался астрономией и решил сделать именно такой уникальный подарок городу. Ушла эпоха. В мирном у Пятого дома по улице Советской рабочие демонтировали легендарную горку в виде слона и качелю-машину. Но на время конструкции вернут на место после завершения строительных работ. Детскую площадку ждет частичное благоустройство. Песок, на котором стоит игровой комплекс, заменят на бетонное основание с резиновой крошкой. Играть на таком мягче и безопаснее, считают в городском ЖКХ. Также на территории установят скамейки и малые архитектурные формы. Площадку саму откроют в канун Дня знаний 31 августа. К этому же времени благоустроят и двор в соседнем квартале у дома 20А по Советской. Этот объект обновят с нуля. Здесь установят новые игровые площадки и элементы. Остаются считанные дни до начала главного культурного события Якутии Сэхаолонхо, который пройдет в Амгинском районе. Завершаются генеральные репетиции предстоящих мероприятий. Гостям и жителям района покажут театрализованное представление по тексту выдающегося сказителя амгинца Устина Нахсорова. Главным режиссером открытия национального праздника является заслуженный артист России Якутии Сергей Расторгуев. Примут участие коллективы Государственного цирка, театра Олонхо, Якутского колледжа культуры и искусства, театра танца, Агики, ансамбль Кылсаха и жители Амгинского наслега. В течение 3 дней проведут более 80 различных мероприятий. Очень приятно, что амгинцы, начиная именно на слегов, начинают встречать гостей, и все готово. Поэтому все ждем открытия Сэхаолонхо. Всем только удачных дней, чтобы у нас Сэхаолонхо всех благословил. Ну а мы рады рассказать вам об еще одной новости, но уже из мира генетики. В Краснодарском крае родился первый клонированный теленок. Это первый клон, выращенный по специальной технологии. На всей Кубани он единственный и повторимый живой клон, который очень любит, когда его гладят или чешут ему бока. Клонированный теленок на самом деле девочка. Имени у нее нет, зато очень хороший аппетит. В свои 18 дней теленок весит почти 90 килограммов, что в 2 раза больше, чем у ее ровесников. За основу был взят генетический материал коровы-рекордсменки. До того, как стать матерью клона, буренка была знаменита тем, что давала по 18 тонн молока в год. Для примера, обычные дойеры получают не более 10 тонн молока в год от одной коровы. Специалисты уверены, что первый клонированный теленок взял от матери все самое лучшее. Теленок-клон и корова-донор чувствуют себя хорошо после всех проведенных процедур и находятся под ежедневным наблюдением ветеринаров.
Оказывается, из-за генетики у человека могут быстрее развиваться мышцы на ногах, но он медленнее на руках или наоборот. Кто-то может есть сколько угодно и не поправляться, и такому человеку будет сложнее развивать свое тело. Также генетика влияет не только на объем мышц, но и на взрывную силу. Например, чтобы бегать на короткие дистанции, нужны сильные мышцы, а на длинные мышцы должны быть выносливые. Ученые выяснили, что физическая активность способна улучшать генетику. Начнем это делать прямо сейчас с нашей утренней зарядкой. Чтобы зарядиться с утра энергией на предстоящий день, лучше не пить кофе, а сделать качественную зарядку. А главное – правильно. Сегодня нас этому научит заслуженный мастер России по спорту, чемпион мира, Олимпийских игр и чемпион Европы Александр Лебзяк. Здравствуйте всем. Но я могу сказать, что кофе или чай можно выпить после утренней зарядки. Все же лучше пить после зарядки. Лучше да, чтобы организму легче все равно. Тогда давайте приступим. Круговые движения головой, все. Потом смотри на меня, влево потянул, вот так посмотрел, вправо потянул. Видишь, чувствуешь, как шейные мышцы тянутся? Назад потянули, вперед опустили голову. Руки должны быть у нас, у боксеров, руки, во-первых, организм весь должен быть разогретый, а тем более руки. Если руки не разогретые, ты можешь получить травму. Тянемся, ручки, вот. Так, теперь сбоку. Начали, сбоку, вот. Если мы находимся дома, а мы находимся дома, и начали. Начали сперва, взяли вот ручки вверх и потянулись. Просто потянулись, посмотрели наверх. Все делаем плавно, никаких резких движений, потому что организм еще не проснулся, мы должны его немножко разогреть. Можем встать на носочки, вот на носочки, и смотрим наверх, тянемся. Вот, опустили ручки, все, чуть встряхнулись и пошли немножко такие боковые. Да, можете ручки, как у нас боксеры говорят, около челюсти держать, можете так, как удобно. Назад, вот, потянули спину. Вправо, вперед, вот чуть, вот ручки, вот они, видишь где, вот, да, вот сюда все потянулись. Давайте приседания сделаем чуть-чуть. А как лучше, вперед или... Ну, если, например, чуть потянуться, можно вперед потянуться. Вот, оно у тебя вся спина, корпус вот этот, он у тебя тянется. Вот, встали, чуть втряхнулись, начали, потянули ножки, сели на одну ножку, потом на другую ножку давай. Вот, сели мы. Потянулись. Можем круговые движения, вот они. Корпус, вот это все, мы растягиваемся. От силы, говорю, зарядка, когда дома, 10-15 минут. Есть еще лягушка. Знаете, лягушка, что это такое? Это тянемся. То есть мы сели, можете на ладошках, можете на кулачках. Я привык на кулачках. И выкидываем ноги вниз, туда, и тянемся наверх. То есть тянемся. Корпус тянем, видишь, и смотрим наверх. Видишь, как спина тянется? Чувствуешь? Да, очень чувствую. 2. Утренняя зарядка, она не должна быть интенсивная. Занимайтесь физкультурой, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Большое вам спасибо за это бодрое, такое заряженное утро. Спасибо. В программе «Утро Якутии» мы часто рассказываем вам об интересных судьбах людей. И сегодня мы перенесемся в Алдан, где семейная форма жизнеустройства составляет одно из направлений работы с пожилыми гражданами. В Якутии образовано более 200 приемных семей. В Алданском районе первая такая ячейка общества появилась 7 лет назад. В гостях у опекуна и подопечного побывали наши коллеги. День Игорь Тамакин начинает рано. В 5 утра он уже работает на огороде. В утренней прохладе трудится легче. К тому же северное лето короткое, и за это время нужно успеть немало. В собственном доме забот всегда хватает. Хозяйская рука требуется всюду. Сейчас огород надо картошку сажать. Я вот шланг провел сегодня. Воду набираем в теплице, потому что там рассада высажена. На сегодня у Игоря Дмитриевича планы масштабные, и работа обещает спориться веселее. У хозяйки Галины Ивановны выходной. Формально Галина Михайлова является опекуном Игоря Тамакина. В первый день осени их приемной семье исполнится 7 лет. Он сам варит, может сварить. И вообще умница, он и огород копает, и садит сам
прошлый раз, в прошлый год на работе была. Он сам выкопал и отсортировал все и спустил в подполье. Ранее Игорь Дмитриевич проживал в доме-интернате для престарелых и инвалидов поселка Ленинского. Там и познакомился с Галиной Ивановной. Она работает буфетчицей. К тому времени женщина была вдовой, взрослые дети жили отдельно. Галина Ивановна приняла решение принять в свой дом Игоря Дмитриевича. Рядом, чтобы кто-то говорил, того же чая налил. Вот. А он тоже, ему вот нравится, вот он и до приемной семьи ездил, приедет, под сараем что-то там покопается. Приемная семья Галины Михайловой и Игоря Тамакина стала первой в Алданском районе, а всего в настоящее время их 3. Такая форма жизнеустройства одиноких пожилых людей в Якутии реализуется более 10 лет. В настоящее время список категорий граждан, которые могут рассчитывать на проживание с опекунами, расширен. Помимо пожилых граждан попадают и люди с инвалидностью, имеющие первую и вторую группу инвалидности. Буквально с этого года у нас люди, имеющие недееспособность, скажем так, легкую стадию недееспособности, да, также могут быть оформлены в приемную семью и, соответственно, проживать как дома. Работа по образованию приемных семей для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья продолжается. В перспективе требования к потенциальным опекунам будут дополнены. С этого года все семьи, желающие стать приемными семьями для пожилых граждан, должны будут пройти обучение в школе приемных семей, которые будут организованы на базе органов социальной защиты населения. Обретя семью, Игорь Дмитриевич нашел смысл жизни. Он стал чаще шутить и улыбаться, да и сил словно стало больше. Это и неудивительно, ведь дом, как гласит народная мудрость, хозяином держится. Ну или там, конечно. Все-таки там не дома. Тут я уже как дома давно. Новыми оттенками играет жизнь и Галины Ивановны. Ее тепло и забота вновь необходимы, а в доме больше нет одиночества. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, поселок Ленинский. Сегодня 20 июня. По народной примете в этот день не стоит носить украшения из серебра. Они могут вытянуть вашу энергию. А вот золотые изделия, наоборот, наделят вас энергией и дополнительными силами. Поэтому сегодня можно зарядить золотые изделия лучами солнца, положив их на подоконник или выйти днем на солнце. На календаре 20 июня. Сегодня Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, а также День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. По народному календарю Федот – страж. В народе считалось, что на Федота можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом, если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись. Этот день в истории. В 1837 году на британский престол взошла королева Виктория. В 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи. В 1945 году в этот день Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. А в 1950 году, 20 июня, в газете вышла статья Иосифа Сталина. В этот день родились Жак Оффенбах, немецкий французский композитор, мастер оперетты. Вячеслав Котеночкин, советский мультипликатор, режиссер, художник. Юрий Висбор, советский бард, киноактер, журналист, писатель, сценарист. Николай Дроздов, советский российский ученый, зоолог, профессор, телеведущий. Владимир Коренев, советский российский актер театра и кино, педагог, народный артист России. Николь Кидман, австралийско-американская актриса и продюсер. Именины сегодня отмечают Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван и Игнатий. Ну и самое время передать слово моему коллеге Павлу Танину. Паша, доброе утро. Как жаль, что тебя нет рядом со мной, но я думаю, ты находишься где-то рядом. Где ты?
Доброе утро, Даша. Доброе утро, телезрители. Ну, мне тоже как бы жаль, конечно, что я не нахожусь в студии, но повод для этого есть. Ну, завтра во всей республике отметят праздник Исех, да, и в том числе этот праздник — это что? Это праздник единения человека с природой. Жители Якутии, они издревле с природой едины. Наш регион до сих пор, да, является богат на природу, в принципе, естественную, такую нетронутую человеком. В том числе мы говорим про различные целебные травы. И вот ради того, чтобы поговорить на эту тему, возможно, узнать какие-то подробности этого момента, мы выбрались сегодня за пределы, так сказать, Урбана, хотя он там на фоне у нас находится, и поговорим с, собственно, сертифицированным травником, нутрициологом Ириной Гаврилевой по поводу того, какие целебные травы можно в Якутии собрать, когда их собирать и так далее. Ирина, доброе утро. Доброе утро, Павел. Вот. Ну, я вижу целый набор у нас всего, поэтому сразу, говоря про целебные травы, хочется спросить, а могут ли травы заменить лекарства? Можно ли ими лечиться? Я вас хочу угостить чаем, Павел, пока вам налью чай. Я так понимаю, да. Это шиповник там. Да, здесь шиповник. Также я добавляю фрукты. Да, сушеные дети очень любят. Смотрите, единение с природой, да? Я бы убрала слово «лечить». Да, потому что травы, они, можно сказать, это профилактика, и просто каждый день пьем, вкусно. Вот это как раз единение с природой, это то слово, которое вы подобрали. Ну вот говоря про профилактику, да, вот сейчас шиповник здесь, фрукты какие-то, это вот профилактика чего-то конкретного или просто общая профилактика, поддержка организма? Смотрите, наши травы очень богаты витаминами, микро-макроэлементами. Это первая их, так скажем, польза. И вот эти нутриенты, витамины называются нутриентами, да, они очень хорошо усваиваются. Поэтому, в первую очередь, это витаминизация организма. Дефициты устраняем. Ага. Ну вот мы с вами до нашего эфира, да, пообщались немножко, и я так понял, что это все вещи, которые вы сами собираете, да? Сами сушите. И вот хотелось бы про сборку поговорить, потому что, ну, лето в Якутии, оно и так короткое, а срок сбора полезных трав еще короче, мне кажется. Когда стоит собирать, или когда-то вот какие-то конкретные растения нужно собирать, в другой там месяц другие? Да, у нас сбор трав, лето короткое, сбор трав идет насыщенный летом. У меня вообще есть курс травничества. И мои участники говорят, как быстро все идет. Уже только что была вот это вот у нас береза, листья березы собирали, а уже одуванчик идет, а уже вот это. Я говорю, да. И тем самым природа говорит, будьте чаще, больше на природе, да. Вы должны здесь жить. Ну, как бы все мы вышли из природы, и все мы туда возвращаемся, даже если ненадолго, вот как, например, сегодня утром. А может быть, поделитесь каким-нибудь, вот опять же, вот рецепт вот этого чая замечательно, очень вкусный, кстати, вот я пью и прям не могу оторваться. Да. Смотрите, у нас, допустим, есть листья березы, да, шиповник есть, одуванчик, пожалуйста, мы собираем. Я их добавляю в чаи, в различные чаи. Да, именно этим самым получаем пользу. А как же я делаю чай? Я их ферментирую. Вот как этот процесс происходит? Да, происходит процесс вот так. Мы его, получается, ну как брожение, по-другому сказать. Листья. Листья малины, листья черной смородины, тот же самый иван-чай полностью ферментируется. И туда уже идет купаж. Добавляем другие травы. Также есть, посмотрите, вот такая вот черемуха, допустим, да, шиповник. И все, чай готов. Он вкусный, Павел? Очень вкусный. Да. Я возможно, потом мы закончим разговор, я допью его весь. Ну а процесс ферментации, я так понимаю, что-то как будто бы немножко размололи их и водичкой чуть-чуть залили. Да, получается, смотрите, я собрала, допустим, вот. Это у нас листья березы, да? Берем, мы его закрываем плотно, ну, конечно, не крышкой, это я уже готовое принесла, да, плотной тканью и оставляем на двое, на трое суток. И он темнеет, идет брожение, идет ферментация. Это первый процесс. Далее мы его берем и что делаем? Сушим. Ну, там есть, конечно, рецепты, другие нюансы есть еще. А вот если по-простому рассказать, то идет ферментация. И самое главное, знаете, вот не сейчас, прямо сейчас ферментируют, летом же у нас мало времени. Завтра вы завтра едете на ИСХ? А, нет, у нас ИСХ на выходных же, да? Ну, вот. Как правило, да. Да, как правило, да. На выходные у нас дача, да, вот этот. Просто сушим, сейчас собираем, сушим и ферментируем зимой. Можно и так, да. Вот.
Ну, получается, самое главное еще, да, мы находимся в таком замечательном месте. Утром, кстати, очень было комаров много, но потом они пропали. Видимо, мы так уединились с природой, что она нас приняла к себе. И хотелось бы вот спросить, да, вот в этом месте замечательном, ну, просто чтобы далеко не ходить, и как пример нашим зрителям, что мы, например, здесь можем собрать прямо сейчас? Прямо здесь, да? Смотрите, я вам сейчас покажу, пройдемте. Так, придется оторваться от чая. Вообще у нас, Павел, лекарственных трав очень много, да? Ага. Каждая трава лекарственна, действительно. А здесь, я посмотрю, у нас здесь растет тальник. Ага. Так, тальник у нас это семейство ивовых. Ива. Вот веточка. Да, ивы. вот веточка. В 1838 году итальянский химик создал ацетилсалициловую кислоту из коры ивы. Вы представляете? Да. Кто бы мог подумать, аспирин. И я тоже собираю листочки, тоже добавляю. И вот очень, конечно, да. Кто бы мог подумать, Кто да, бы мог тальник, подумать. который на каждом углу растет. Да. Но помимо даже своей целебности, мы вот использовали это как опахало, да, Да. отмахивались от тех же самых комаров. То есть и не только целебные свойства, но и практическое применение можно найти в этом, казалось бы, распространенном у нас растении, который кустом по большей части является. Да. Ирина, ну, интересная беседа, жаль, короткая. Я думаю, можно про целебные травы летом говорить очень-очень долго и много. Ну, профилактика. Самое главное, мы сказали, что профилактика. Да. Мы всегда в нашей программе говорим про профилактику вашего здоровья и различных болезней. И вот вам наглядный пример, как это можно еще делать с пользой для, так сказать, ментальной. Потому что, выезжая на природу, вот, мы, возможно, еще на эту тему сегодня поговорим не раз. Поэтому я пока передаю слово обратно моей коллеге Дарье. Дарья. Паша, я думаю, мы не завершили нашу беседу. У него еще есть очень много полезной информации для наших телезрителей, поэтому чуть позже мы к вам обязательно вернемся. Ну а мы полностью согласны с тем, что природа приготовила нам столько всего полезного. Осталось только воспользоваться ее помощью. Травы словно созданы для того, чтобы поднимать настроение и настраивать на позитивный лад. Например, душица обыкновенная – очень замечательная трава. Вообще, в целом, эндорфин, дофамин, серотонин – это гормоны радости, счастья и хорошего настроения. Но что же делать, когда поводов для радости не слишком много, либо их вообще нет? Тут на помощь придут определенные продукты питания, которые следует включить в постоянную основу вашего питания. И это научно доказанный факт. Поэтому едим вкусно, правильно и радуемся жизни. Сертифицированные диетологи перечислили 5 групп продуктов, способствующих улучшению настроения, включая лосось и бобовые. Их слова приводит издание HuffPost. По словам диетологов, ученые установили, что эмоциональное состояние и общее самочувствие зависят от правильного функционирования кишечника, так как более 90% гормона хорошего настроения, серотонина, синтезируется именно в нем. Люди, в рационе которых много полезной пищи, реже жалуются на проблемы с психическим здоровьем. Те же, у кого в рационе больше обработанной сладкой еды, чаще сталкиваются с ментальными проблемами, такими как тревожность и депрессия, отметила диетолог Ума Найдо. Она посоветовала есть больше продуктов, богатых пробиотиками, например, соленые огурцы, квашеную капусту и кефир, так как они положительно влияют на микрофлору кишечника. В свою очередь, диетолог Бихайри к улучшающим настроение продуктам отнесла богатую омега-3 кислотами рыбу жирных сортов, такую как лосось, сардины, скумбрию, а также цельные злаки, бобовые и крахмалистые овощи. Эти продукты обеспечивают устойчивое высвобождение глюкозы, которая необходима для функционирования мозга. Они также стимулируют выработку серотонина, что способствует ощущению спокойствия и хорошему самочувствию, рассказала специалист. Также, по мнению Бихайри, чтобы поднять настроение, надо включить в рацион больше овощей и фруктов. Они богаты антиоксидантами, витаминами и микроэлементами, которые поддерживают общее состояние здоровья, включая здоровье мозга и кишечника, объяснила специалист. В заключении Бихайри предложила обратить внимание на индейку, курицу, яйца, молочные продукты, орехи и семечки, так как эта группа продуктов способствует выработке аминокислоты триптофан, необходимой для успокоения нервной системы и производства серотонина.
На наши эмоции могут влиять не только продукты, но и цвета вокруг нас. То есть с помощью различных цветов мы можем стать счастливее, либо наоборот уйти в депрессию. Красные стены в доме будут производить угнетающий эффект, возбуждая при этом нервную систему и увеличивая частоту сердечных сокращений. Комната с обоями пастельного цвета окажет эффект расслабления. И при взгляде на предметы желтого и оранжевого цветов у вас заметно улучшится настроение. В летний период многие люди хотят, чтобы их домашний питомец тоже был ярким и при этом стильным. И здесь на помощь к вам придут грумеры. Окрашивание шерсти, тату, стразы, даже кок-дикюр есть. Чего только не придумают для братьев наших меньших. Яркие стрижки и стильные окрашивания теперь доступны модникам не только среди людей, но и среди животных. Грумер из Москвы Ольга Леончик создает необычные образы для своих пушистых клиентов. Ольга по образованию кинолог, однако по натуре – творец. Еще во время учебы девушка увидела необычные окрасы животных у зарубежных блогеров и поняла, что это может стать делом ее жизни. Я решила вернуться в эту сферу и пошла в более, скажем так, узкий профиль. Решила стать грумером, а после увидела у одного американского блогера интересное видео, где он окрашивает собак в диснеевских персонажей. После чего решила сама этим заняться. В работе Ольга использует краситель, который не наносит вреда коже животного. При этом перед началом процедуры грумер всегда проверяет составы и аллергенность. Красители состоят практически на 100% из натуральных ингредиентов. А собачки, например, аллергики, для начала мы делаем тест на коже и проверяем. Если аллергической реакции не произошло, то можно красить. Если чуть-чуть пошла аллергическая реакция, во избежание проблем мы не берем такую собачку. Можем постричь и все. По окончании окрашивания белый пудель стал частично розовым, а также приобрел леопардовый принт на шерстке. Очень необычно, креативно и весело. Смотришь на свою собаку и радуешься. Окрашивание животных, в частности собак, с каждым годом набирает все большую популярность. Владельцы питомцев придумывают интересные образы для своих любимцев, а Ольга старается максимально ярко воплотить их в жизнь. Вот уж кто точно знает о цвете все, так это фотограф. Это один из самых важных элементов на фотоснимках. Именно цвет влияет на эмоции и интерес зрителя. Фотографировать сейчас, конечно же, может практически каждый. Но есть те, кто занимаются этим профессионально. Подробнее об этой креативной профессии в нашей постоянной рубрике. Меня зовут Богдан Долбараев, я фотограф. Я, получается, отучился в Байкальском государственном университете на экономиста. Успел отработать 3 года в банке, но мне там уже показалось то, что сидеть в офисе, подписывать договора, работать с клиентами, как-то для меня это уже стало слишком скучно. И для интереса я купил себе первую камеру, такая простая любительская камера была, и начал снимать для себя. Чисто чтобы снимать, как я отдыхаю, своих друзей снимал, потом начал снимать вечеринки, и потом уже постепенно уже пошли заказы клиентов. Там цена, конечно, недорогая была, простенькие такие заказы, студийные, уличные. Потом постепенно уже свадебные пошли, и так со временем уже постепенно уже набивал руку в области репортажки. Потом начал знакомиться с интересными людьми, очень много фотографов, коллег у меня есть, с которыми мы делились знаниями. И получилось так, что я вот сейчас до сих пор снимаю, это у меня как постоянная, основная у меня профессия. Снимаю, в общем, 8-7 лет. Для меня, как творческого человека, это снимать то, что ты хочешь для себя. Например, такой сидишь, думаешь, сидишь дома, и приходит какая-нибудь идея, либо во время просмотра фильма, например, либо слушаешь песню, и приходит такая идея отснять какую-нибудь интересную съемку, сам придумываешь образы, идеи, локации, и потом уже снимаешь. По части графика я вообще могу, конечно, поставить свой график, любой выходной, все так говорят, что фотограф может выбрать себе любой день
выходной, но у меня такого нету, потому что, я не знаю, я всегда беру заказы. Выходного практически нет. Получается так, то, что можно забыть о личном времени, очень мало свободного времени, потому что всегда заказы. С другой стороны, это очень хорошо, когда заказов много и тебя узнают, но из-за огромного количества заказов у тебя очень мало времени. После съемки приходишь домой, начинается постобработка, обрабатываешь фотографии. Но для меня это не так уж плохо, потому что если хочешь достигнуть чего-то большего, то надо быть готовым. Так как эта работа, в основном, это мое хобби, и получается так, то, что я не работаю ни дня. А что я могу вам всем пожелать? Желаю вам в своей личной жизни найти свое любимое дело, свое любимое хобби, и получится так, то, что в любимом деле у вас не будет рабочих дней. Вы не будете трудиться, потому что на любимом занятии таких сложностей нет. И вновь передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В рамках мастер-плана по развитию Якутска к 2030 году должно появиться 90 новых объектов. Одним из таких выступает набережная имени Романа Дмитриева на 202-м микрорайоне. Строительные работы планируют закончить уже в этом году. Стоимость проекта оценивается в более чем 300 миллионов рублей. Сама набережная будет оснащена велодорожкой, спортплощадкой, торговыми павильонами, стойками уличных, душевых и даже амфитеатром. В целом по объекту установлены бордюрные камни, выполнено устройство основания дорожной одежды, подготовка подпорной стенки из коробчатых габионов, осуществляется монтаж ограждений перильных вдоль набережной для обеспечения безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов. Конечно же, у нас в целом по проекту есть небольшие изменения. По ходу строительно-монтажных работ они корректируются. Так мы совместно с управлением архитектуры Республики Саха-Якутия и окружной администрации ведем пересогласование применяемых материалов и изделий. В Горном районе работала выездная комиссия Министерства экономики республики. Цель визита – улучшить предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на обеспечение производства и переработки сырого молока. Это очень значимая субсидия для сельчан. Часто возникают сбои при оплате. Для оптимизации процедуры провели опрос у 10 получателей субсидии. Картирование – это современный инструмент, который учитывает тонкости межведомственного взаимодействия, позволяет оптимизировать процессы. Мы будем проводить интервью. Администрация подобрала 10 респондентов, получателей субсидий. Также работники самой администрации сейчас отвечают на вопросы. По итогам этих вопросов мы сведем итоговую информацию и опишем карту процессов, как этот процесс протекает в администрации муниципального района. Та же самая работа и происходит на республиканском уровне. Все ведомства, министерства, которые участвуют в процессе, мы будем описывать их работу и нарисуем единую карту процесса, как протекает процедура. Настольная игра «Го» впервые на Детях Азии. На пресс-конференции по предстоящим спортивным играм обсудили вопросы проведения интеллектуальных видов спорта. Шахматы были включены в программу самых первых игр. Президент Федерации шахмат Республики Владимир Егоров отметил, что в шахматах подтвердили свое участие 6 зарубежных стран. Напомню, что текущий год является знаменательным для шахматистов. Международной шахматной федерации ФИДЕ исполняется 100 лет. Игра «Го» достаточно такая новая для нашей республики. Хотим сегодня рассказать о том, что из себя представляет вот эта игра, да. Вот. Ну и, конечно же, о шахматах тоже, о том, как у нас они развиваются в республике, какие меры предпринимаются, что проходит. Об этом сегодня тоже расскажем. Ну и по «Го» также, как у нас в республике сейчас развивается «Го». Сейчас у нас довольно-таки много детей занимается.
Спорт – это жизнь. Всемирный день детского футбола отмечается сегодня. Данный вид спорта – один из наиболее популярных как в мире, так и в России, ну и, безусловно, в Якутии. А с наступлением лета многие спортсмены начали заниматься на свежем воздухе. Так, на футбольном поле школы номер 33 тренируются воспитанники детской юношеской спортивной школы номер 4. Юные спортсмены защищают честь не только своего учреждения, но и всей республики, выиграв недавно первые места на международном турнире по футзалу в Киргизии и первенстве Дальнего Востока. Ребята готовятся к региональному этапу всероссийского турнира имени Игоря Колыванова. В этом году проблема с футбольными полями, потому что подготовка идет детям Азии. Мы договорились с школой 33-й. Спасибо директору, руководителю физвоспитания, что предоставили нам тренироваться на этой площадке. Здесь тренируется 15-16 год, а также 14-13 год. Мы ежедневно проводим тренировки. Потом у нас получается как лагерь. Потом идем кушать. Потом снова тренируемся. Ну, вот примерно так будем работать до 10 июля. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Телеканал «Якутия-24» славится своими проектами. Креативные команды круглый год трудятся над новыми идеями, воплощая их в жизнь. Совсем скоро стартует уникальный проект «Турслет». Подробнее об этой премьере далее. Телеканал «Якутия-24» представит в новом сезоне 2024 года телевизионный цикл «Турслет». Соревнования семейных команд в заданиях по прикладному и спортивному туризму. Неудивительно, тема туризма, активного отдыха у жителей Якутии получает живой отклик. Многие семьи выбирают отдых на природе как увлечение, образ жизни, сплачивающий семьи, помогающий наладить особые теплые отношения между разными поколениями. Носителями этой культуры в подавляющем большинстве случаев являются отцы семейств. В начале марта был произведен отбор среди желающих на участие в зимнем сезоне телецикла 4 команды из Хангаласского, Алекминского районов и города Якутска. Основное требование к претендентам – возраст ребенка 14-15 лет и сдача специального комплекса ГТО. К организации данного этапа проведения конкурса были привлечены силы ресурсного центра «Юные якутяне», которые четко и слаженно провели проверку способностей команд. Организаторы пошли дальше и провели экспресс-проверку основных медицинских показателей, которая оказалась не лишней. Так, у одного из участников были найдены нарушения в сердечно-сосудистой системе, требующие более углубленного обследования. Были приняты изменения в регламент с учетом данного обстоятельства. Собственно, съемки прошли 2 дня в различных туристических локациях. Участники на деле показали свои умения и навыки в различных ситуациях, которые могут встретиться не только на туристической тропе. Региональные особенности были обыграны азартной гонкой на собачьих упряжках и, конечно же, погодными условиями – обилием снега, обжигающего порывистого ветра и постоянным желанием согреться. Как участники зимнего сезона телевизионного цикла «Турслет» всей семьей прошли испытания, вы увидите в новом телевизионном сезоне. Впереди летний сезон телевизионного конкурса, к участию в котором организаторы приглашают семейные команды из нашей огромной республики. А кульминацией, основным турслетом станет суперфинал конкурса, который пройдет в живописных окрестностях нашей главной туристической жемчужины – природного парка «Ленские столбы». Мы приглашаем любые структуры к участию в партнерской программе телевизионного цикла, который пока реализуется на увлечении команды проекта темой активного отдыха и туризма и будет состоять минимум из 8 передач с участниками зимнего и летнего сезонов. Команда проекта – это те, кто не спасует сам перед любыми опасностями. Экшен-операторы и ведущие постоянных рубрик на телеканале «Якутия-24». Станьте частью незабываемого приключения на просторах Якутии. Мы предлагаем нашим коллегам из телекомпаний Сибири и Дальнего Востока реализовать до осени аналогичный конкурс, и пусть победители семейных турслетов разных регионов в Международный день туризма 27 сентября оспорят право называться теми, кто больше, чем семья.
Мы с нетерпением ждем старта проекта «Турслет». И, как сказал мой коллега Руслан Ачиров, если вдруг вы желаете стать участником летнего сезона, то у вас еще есть возможность. Обратитесь в нашу редакцию. Ну, а если, конечно, активный отдых – это всегда прекрасно. Проводить время на свежем воздухе со своими близкими и со своей семьей – это, знаете, приятно совместить приятное с полезным. Поэтому берите своих друзей, подавайте заявку, организуйте свою команду и отправляйтесь в это уникальное путешествие. Ну а если вдруг вы в эти выходные хотите провести спокойно в кругу своих близких, то можете посетить кинотеатр. И далее мы узнаем все о том, какие же премьеры можно посмотреть в эти выходные в нашей столице. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с 20 июня. В день, когда Саха отмечают праздник Исех, день летнего солнцестояния, на землю спускается небесное божество Джохогей Аи. Это история о встрече парня и девушки, о зарождении их любви, которая растворена в пестрой сутолоке традиционного праздника Исех. Житейский сюжет дополняют мифологические подтексты. Интересно, что все сцены в фильме были сняты с первого дубля, а всего на съемки картины ушло 2 дня. В новом анимационном фильме 3 богатыря вновь столкнутся с трудностями и пойдут на подвиги. Им придется расследовать похищение княжеской короны, спасать друзей из волшебного мира снов. А коню Юлию и Алёше повезет больше всех. Они схлестнутся в эпической битве умов. Поклонников мультфильма ждут сразу 3 увлекательные истории. Стоит отметить, что специальный выпуск мультфильма «3 богатыря. Ни дня без подвига» приурочен к особой дате. В этом году у франшизы юбилей 20 лет на экране. 3 богатыря. Ни дня без подвига. Премьера фильма «Тур с Иванушками». Главные героини ленты – это 3 подруги, которые в детстве были фанатками группы «Иванушки Интернешнл». В самом начале картины зрителей ждет короткое путешествие в 96-й год, когда женщинам было по 15 лет. Однако затем сюжет вернет аудиторию в 2023. Пятно на УВД. Хоть раз в жизни делала что-нибудь безбашенное. Поклонницы музыкантов выросли и устроились в жизни. Однако внезапно поняли, что никогда не совершали ни одного безумного поступка. Героини комедии решают исполнить свою детскую мечту и поехать в тур за Иванушками по югу России. Девушки рассчитывают, что наконец-то смогут отвлечься от всех проблем. Некоторым из них даже удастся испытать давно забытое чувство влюбленности. Это не ради Иванушек, это ради нас. Вы самая красивая девушка в мире. В картине прозвучит более 15 хитов, среди которых композиции «Небо», «Тучи», «Колечко», «Капелька света», «Где-то», «Кукла», «Реви», «Беги, беги», «Тополиный пух» и многие другие. У нас тут фанатки. Куда? К Иванушкам. Вот это звание заслужить надо. На презентации фильма группа сообщила, что в разработке находится сериал о коллективе. Проект рассчитан на 3 сезона. Гляньте, тут кура-гриль на солнце запекается. Тур с Иванушками. В кино с 20 июня. А любителей триллеров приглашают в поместье ужасов. Пишем.
Популярные блогеры Тея и Луис отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В давние времена здесь было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и упрочить его власть. Расставляя камеры по всему дому, они и не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придется столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире. Настоящая. Какая-нибудь краска. Боже, помогите. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Призраков. Мы продолжаем наш утренний эфир, и с нами на связи вновь Павел Танин, который находится на территории 203-го микрорайона, если я не ошибаюсь, да, и, собственно, там он находится не один, а с ним рядом сертифицированный травник Ирина Гаврилева, и сегодня мы говорим о полезных травах, которые прорастают на территории нашей республики. Паша, тебе слово. Да, Даша, еще раз здравствуй. Мы все поняли, что кино ты любишь больше, чем травы. Тем не менее, теперь это твоя любимая рубрика. Ну, а мы продолжаем на том, о чем остановились в прошлый раз. Мы говорили с Ириной, вот она по-прежнему тут рядом со мной, про иву. И стоим сейчас рядом с молодой ивой. И я так понимаю, что это самый лучший экземпляр для того, чтобы что-то собирать и где-то использовать. Да, Павел. Собираем молодые листочки. Вообще лекарственные травы собираются либо во время цветения, когда все силы он пускает, да, ну растения, допустим, дикорос, либо молодые. Вот смотрите, вот здесь берем, вот эти молодые листочки мы собираем. Также собирается кора. Видите как? Несложно. Допустим, у меня есть вот собранные. Уже собрано, посмотрите, уже да, это прошлогодняя. Она зеленая. Да. Почему? Потому что растение, пигмент зеленый, это хлорофилл. Хлорофиллин называется. И он, понимаете, эта клетка, да, она идентична практически с человеческой клеткой гемоглобин. Вот такое единение с природой есть. Ага, ну это вот тоже... опять же к вопросу, как человек с природой связан, да? Вот. Ну, кстати, мы закончили в прошлый раз о том, что из коры тольника в свое время был создан, если бы вас не было, или вы прослушали, ацетилсалициловая кислота. То есть одно из таких лекарств, которые, ну, во всяком случае, в старшем возрасте очень часто люди используют. То есть вот оно, да, пожалуйста, вот оно, ацетилсалициловая кислота растет с нами. Это как бы тольник все равно входит в семейство ивовых. Это самое главное знать род растений и химические составы, да, они одинаковые. Вот говоря про род растений, вот для меня сегодня было удивление, тоже с вами общались, пока ждали, когда выйдем в эфир, что есть, оказывается, ива женского пола и мужского пола. Особь. Мальчик, девочка, я их отличаю. Как их отличать, с кем мы рядом сейчас стоим? Смотрите, есть ива, допустим, вот с пушинками, видите, да? Ага, вот они отличаются. А здесь пушинок нету. Вот, поэтому ива, они идут двудомные. Ага. Вот. То есть мы стоим... Вообще, если посмотреть на нашу полянку, на которой мы находимся, то... Больше здесь, наоборот, как будто больше девочек. Больше девочек, да. И так и есть. Вспоминаем песню, да, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Можно перефразировать как-то под ивы. Но в целом, интересная беседа у нас сегодня с вами получается, да. Польза растений, ну, как бы все они говорят. Сегодня мы еще раз в этом убедились. Вот, допустим, как вы пришли вообще в травничество, как человек может этим начать заниматься? Нужны ли какие-то прям специальные знания, помимо там знания растений, естественно, то есть какие-то еще навыки? Да, нет, таких больших навыков нету. Я занимаюсь очень давно, как бы, да, это мое, как бы, да, предназначение, можно сказать. Смотрите, каждый человек, он все равно начинает сам собирать, он сам приходит к этому. Да, действительно. Мы едим фрукты, мы едим, допустим, овощи, да, мы пьем чаи тоже зеленые, это же и есть травы. И также можно собирать и самим делать. Самое главное, знаете, многие спрашивают, вот сколько наливать, как кипятить, сколько заваривать, а вы откройтесь, будьте в себе, тогда интуитивно, интуиция идет, понимаете? Вот. И когда человек действительно, как скажем,
Един с природой, ага, Павел. Все само придет. Все само приходит. Ну и всегда момент такой, да, когда что-то учишься делать, мы вот сейчас попытались людей научить, да, собирать травы, скажем так, всегда есть и опасности какие-то, в нашем случае бывают же опасные и ядовитые растения. Как, ну, интуитивно отличать хороших от плохих? Ну, интуитивно, знаете, вот самое главное собирать листочки, листья. Такие, скажем, у меня база растений есть, которые именно начинающий травник может собирать. Листья березы. Допустим, некоторые говорят, вот листья березы я не собираю. Говорят, что чага полезна, да, там. То есть растение-то одно, все равно состав и в листочках тоже есть. То есть начинаем с листьев, допустим, да. А вот дальше уже все придет с опытом. А дальше опытом. уже можно, да, все придет с опытом. Ирина, спасибо за эту интересную беседу. Я думаю, ну, во-первых, и лето началось, полезно будет. Во-вторых, вернемся к тому, с чего я начал вообще изначально, почти что час назад. Завтра у нас праздник Исех, да, праздник в том числе единения с природой. Длинные выходные для всех якутян, ну, почти что для всех, и возможность выехать в лес, начать вот собирать травы, почему бы нет. Еще раз спасибо за беседу. Дарья, я тебе слово обратно передаю, а с вами, уважаемые телезрители, конечно же, прощаюсь, желаю отличных выходных. Спасибо, Паша. Замечательная возможность у нас сегодня была вот так дистанционно общаться с моим коллегой. Это очень, так, знаете, бодрит, мне кажется, с утра, когда вот меняем локации, интересные гости. Здорово. Ну что, дорогие друзья, на этом наш эфир подходит к концу. И, как я вам уже говорила, завершаем мы его итогами нашего розыгрыша. Напоминаем вам вопрос, который я озвучила в начале нашего эфира. Назовите самый престижный конкурс исполнителей, на котором одержала победу народная артистка России и Якутии Айталина Адамова. И правильный ответ звучит следующим образом. Это международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. И победу Айталина Адамова одержала в 2002 году. И у нас есть правильный ответ. Правильный ответ дала наша подписчица Юлия. Мы вас поздравляем. Совсем скоро с вами свяжется редакция нашего телеканала, и вы в ближайшее время получите замечательный билет на закрытие театрального сезона. Гала-концерт, который пройдет под открытым небом. Вот так вот подарки раздали, полезную информацию получили, интересных гостей сегодня мы увидели с вами. Ну, я думаю, это вот такая замечательная, прекраснейшая финальная нота нашего эфира. Ну, а мы увидимся уже на следующей неделе. Смотрите нас в 7:00 на телеканале Якутия 24 и НВК Саха. Доброго всем утра!